Владимир Валерьевич, здравствуйте. Какие ресурсы тратит государство на борьбу с пандемией COVID-19? Добрый день, Сария. На сегодняшний день в Республике Абхазия продолжается мероприятие по борьбе с COVID-19. Уже страна второй год занимается мерами поддержки населения по защите от этой инфекции. Ну и, как известно, я, наверное, прежде всего начну с событий прошлого года, когда страна вошла в борьбу с этой эпидемией. В прошлом году были потрачены средства в объеме 260 миллионов рублей. Я говорю только о бюджетных средствах государства. Кроме того, были потрачены еще 140 миллионов рублей за счет средств благотворительных фондов, пожертвований, ну и других источников. В текущем году продолжаются эти мероприятия. Если в прошлом году, повторюсь, бюджетные средства были направлены в объеме 260 миллионов рублей, то в текущем году мы уже направили более 186 миллионов рублей. Здесь, конечно, очень важно посмотреть на структуру расходов на эти цели. В прошлом году, особенно апрель, май, июнь, июль, и количество заболевших, с учетом, естественно, ограничительных мер, которые были приняты, и другие обстоятельства не позволяли нам в этом смысле держать планку вот на сильное наращивание расходов. Но потом, как известно, пандемия начала прогрессировать, это неизбежно, как оказалось, не только в нашей стране, но и во всем мире, и расходы постепенно начали расти. Я приведу несколько примеров, которые ярко это характеризуют. Если, к примеру, в прошлом году такая социальная выплата, как выплата доплат медицинским работникам, занятым в борьбе с ковид, составила за период апрель-декабрь месяц в общей сумме 53 миллиона рублей, то хочу сказать, что за первые 5 месяцев текущего года такая выплата уже составила 55 миллионов рублей. Это, наверное, есть о чем здесь задуматься, есть, несомненно, сказать, сделать выводы соответствующие. Да? Мы в отдельные периоды наблюдаем рост. В прошлом году, в начале этого года наблюдали снижение, сейчас обстоятельства изменились. Вот, в этой связи, конечно, и растут расходы. Хочу обратить внимание на позицию, в данном случае, всего руководства страны по мониторингу ситуации в этой сфере. Я с точки зрения ресурсного обеспечения, наверное, прежде всего буду говорить, абсолютно незамедлительно принимаются решения по приобретению необходимого инвентаря, медицинского оборудования, расходных материалов, инструментария медицинского, при этом осознавая, что эти расходы вот они срочные и потребность в них с каждым днем растет. Если, к примеру, вчера объем составлял, условно скажем, не условно, а точно скажем, 182 миллиона, то сегодня он уже 184 миллиона, то есть ежедневные расходы оцениваются порядка 2-3 миллионов рублей. Вместе с тем, хотелось бы сказать еще и о том, что прошлый год во время использования бюджетных средств в прошлом году в основном эти расходы носили капитальный характер. Значит, приобреталось необходимое оборудование для главного ковидного госпиталя, осуществлялось строительство, значит, ПЦР линий для диагностик, ну и много других, там кислородные станции. Вот то в текущем году, естественно, таких расходов меньше, но они все-таки есть. Вот в таком режиме сегодня страна находится. Если у нас в бюджете республиканском на 2021 год изначально при его внесении предусматривалось 40 миллионов рублей, то в процессе обсуждения депутатский корпус, депутаты парламента обратили внимание на то, что, возможно, таких ресурсов может не хватить, и еще предложили предусмотреть 10 миллионов рублей. В данном случае общий итог составлял 50 миллионов рублей. Но, как показало время, этих 50 миллионов рублей тоже не хватает. Хочу сказать о том, что мы
Надеемся на то, что депутаты одобрят нашу инициативу. Мы будем вносить предложение об увеличении объемов бюджетных расходов, непосредственно исключительно республиканского бюджета, на борьбу с COVID-19. Сегодня эти объемы превышают уже предельные значения, предусмотренные бюджетом. Это все позволено в рамках действующего законодательства путем перераспределения средств с других программ, срочно направлять на борьбу с COVID. Объем сегодня превышает, находится на уровне более 70 миллионов рублей. Поэтому приоритетность, еще раз повторю, отдается только этим расходам сегодня. А вот особую значимость и правительства, и в данном случае Министерство финансов, Министерство здравоохранения, само собой, находится в тесном контакте с нашим министерством. Мы стараемся, в том числе с опережающим финансированием, доводить все необходимые ассигнования на эти цели. Вот так вкратце я бы охарактеризовал сегодняшнее финансовое обеспечение вот этих задач. Как правительство справляется с выплатой зарплат и ковид-доплат? Хотелось бы сказать, что в 2021 году выплата у нас происходит за период январь-май текущего года. Ну, я откровенно хочу сказать, что слышим мы такие вот известия о том, что за июнь не получили, за июль не получили. Да, на самом деле. Дело в том, что фонд, будем говорить, доплат собирается по всей стране. И в формировании этих доплат участвуют 32 медицинских учреждения, среди которых все центральные республиканские больницы, у нас поликлиники, санитарно-эпидемиологические службы, онкодиспансер, судмедэкспертиза, ну и многие другие организации. Конечно же, со всех этих учреждений одномоментно невозможно собрать информацию о начисленных доплатах. Поэтому в этом смысле Министерство здравоохранения тоже очень активно работает, мы им тоже помогаем. И я так полагаю, что в обозримом будущем, ну совсем скоро закончится начисление. Это происходит не только сегодня, это было и в предыдущие месяцы. Тот, кто сталкивается с подобной практикой, он прекрасно понимает, что собрать информацию из 32 учреждений по каждому медицинскому работнику с учетом приказов, с учетом графика дежурств, конечно, за один день это невозможно сделать. Естественно, мы ждем. Я могу сказать с полной уверенностью, что как таковой пока задолженности по этим выплатам у государства нет. Задолженностью признается, когда есть обязательства, но нет выплаты. Как мы только увидим обязательства, сразу начинаются выплаты. Еще хочу отдельно сказать, что рассмотрение финансового обеспечения по выплатам принимает глава государства. И как только Министерство финансов делает свое заключение о возможности направления средств на эти цели, президент страны принимает в тот же день это решение, потом доводится. Естественно, на всей стадии проработки вот этого объема поддержки мы, как финансовый орган, обязан осуществлять текущий контроль, потому что мы видим структуру, ежемесячную структуру начисленных этих сумм, в том числе по категориям, по врачам. Да, что изменилось? Ну, в данном случае, если в прошлом году наблюдалось единичные случаи, как дистанционное медицинское консультирование, сегодня это имеет более широкий аспект. Мы должны посмотреть, насколько это по часам верно, справедливо ли это все начислено, ну и многие другие аспекты. После того, как мы проводим текущий контроль, потом, разумеется, вносим предложения. Хочу еще сказать о том, что ежемесячно более 500 врачей участвуют по всей территории Абхазии в дежурствах в ковид-центрах. Доплата варьируется ежемесячно от 6 тысяч рублей до 64 тысяч рублей. Все зависит от количества дежурств. Причем структура доплат формируется следующим образом. Лицо, которое направляется на дежурство,
вот, в ковидный госпиталь, либо в ковидный центр, там, где официально он открыт и действует. За ним сохраняется полная заработная плата. На время дежурства установлен такой же оклад, как и по месту основной работы. Вот. Плюс, в зависимости от категории медработника, врачи, средний персонал, младший персонал, ну, к примеру, к врачам, если подойдем, пусть плюс 2000 рублей за каждое дежурство. Вот это формирует саму доплату. Я сказал выше о том, что в зависимости от дежурств доплата составляет, не считая заработную плату, от 6 до, в отдельных случаях, до 64 тысяч рублей. Вот именно этот аспект мы проверяем. Если вернуться к вопросу выплаты заработной платы по системе здравоохранения, на сегодняшний день она обеспечена практически по всей стране. Вот за исключением мы ждем определенную информацию, в том числе по оптимизации штатной численности от Ачимчирского района, и тогда мы, естественно, дадим возможность использовать средства на эти цели в соответствии с их назначением. Более 20 тысяч рублей средняя заработная плата на одну штатную единицу. Я хочу именно остановиться и подчеркнуть, на одну штатную единицу. Если законодательство трудовое позволяет занимать более чем одну штатную единицу, соответственно, фонд оплаты труда увеличивается. Так что в этом ключе вот мы работаем, и хотелось бы сказать, что, еще раз повторить, что приоритетной задачей являются вот эти социально значимые выплаты. Сегодня не понаслышке, и не только Министерство финансов, и другие, соответственно, центральные органы госуправления и наши финансовые органы в районах Республики Абхазия и в столице приоритетным направлением своей деятельности определяют, конечно, расходы на здравоохранение. Мы используем все ресурсы, все наши возможности. Характерно, информация она тоже была бы, на мой взгляд, полезна для наших телезрителей, для наших слушателей, для общественности, о том, что с начала года вот наблюдается такой поступательный, стабильный рост доходов в нашей стране. Конечно, есть и те позиции, по которым мы прогнозировали доходы, в том числе в данном случае это больше не налоговые доходы. Вот, по ним платежей пока на 100% не ожидается, но хотелось бы сказать, что вот тот уровень доходов, который идет в плюс, он позволяет нам держать вот эту ситуацию пока бездефицитно. Но кроме ковида и кроме системы здравоохранения, разумеется, есть и другие обязательства у государства. Мы в текущем году полностью, уже 2 месяца тому назад, обеспечили 100% годовое финансирование пенсионного фонда. Вот. При этом еще сохраняется месячная задолженность. Это тоже нас не может не тревожить. Мы тоже, конечно, безусловно, на это обращаем внимание. И вот среди наших инициатив поправки к закону о республиканском бюджете в том числе будет и поправка об увеличении прямых дотаций пенсионного фонда. Это стало возможным после того, как мы увидели результаты исполнения бюджета за вот прошедший период. Но и много других таких аспектов, которые нам сегодня позволяют судить, что надо при таком исполнении бюджета вносить изменения в закон о республиканском бюджете. Еще раз хотел бы выразить надежду, что депутаты нас поддержат. Там в основном изменения будут касаться социального характера. Большая часть будет направлена на решение проблем и забот в системе здравоохранения. Ну вот к этому мы идем, к этому мы стремимся. Несмотря на то, что Гудаутский госпиталь или Гудаутская центральная больница находится в структуре администрации Гудаутского района, и расходы на ее содержание раньше, разумеется, формировались за счет средств бюджета Гудаутского района. Несмотря на это, ежемесячно принимается решение президента о направлении средств в Гудаутские
ковидный центр. Это абсолютно не связано с доплатами. Ежемесячно принимается решение на объем от 5 до 6 миллионов рублей. Эти средства направляются на материально-техническое оснащение, на текущие расходы, на приобретение кислорода, на оплату продуктов питания. Вот в таком ключе работаем. На сегодняшний день, начиная с января месяца, на эти цели путем решения президента были направлены 29 миллионов рублей. Отдельно хотел бы еще остановиться на оказании социальной поддержки нашим гражданам. За период с января по 16 июля 2021 года помощь была оказана 1839 граждан нашей страны. Объем составляет 133 миллиона рублей. Это сверх тех сумм, о которых я говорил в отношении здравоохранения и мероприятий по ковиду. Это часть республиканского бюджета. 11 миллионов 800 тысяч рублей было направлено на оказание помощи, среди которой выделяется помощь адресная, выделяется помощь на лечение, на обучение. 11 миллионов 800 было направлено нашими районами. Вот такие, на мой взгляд, адресные масштабные поддержки лицам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в том числе связаны, несомненно, и с самой пандемией. Это очень важно, когда расходы бюджета направляются на эти цели и дают возможность оценить, что цель достигнута, что жизнь людей не находится в такой самой-самой глубокой опасности, хоть как-то можно помочь человеку вылечиться, ну и многое другое. Еще хотел бы на что обратить внимание. За счет собственных средств мы постарались практически на 100% погасить задолженность перед медицинскими учреждениями Российской Федерации за оказанные медицинские услуги. Это тоже удалось благодаря тем показателям поступлений, которые мы видим за прошедший период 2021 года. Вот система, она работает настолько мобильно, настолько, на мой взгляд, ежедневно приносит эффективность, оборачиваемость бюджетных средств стала выше. Стала выше, соответственно, мы видим мы видим обратную связь, мы видим поступление налогов. Это характерно для бюджета, это мобильность всей системы. Поэтому надеюсь, что такие поступления, конечно, будут иметь место и в будущем, да, но с учетом всего, что я сказал, на борьбу с коронавирусом, несомненно, будут направляться масштабные ресурсы по мере необходимости, потому что задача номер один сегодня в стране стоит, как и в прошлом году, это обеспечение защиты населения от коронавируса.